Вуктыл и населенные пункты городского округа терроризирует хозяин Пармы, снимает с цепи собак. Пострадали за последнее время как минимум 10 домашних животных, и еще косолапый отныне близко подходит к жилью человека. Так случилось в деревне Ущугер. Только благодаря предприимчивости хозяина трагедии удалось избежать. Между тем, местные власти провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке главный вопрос – как защитить население? Елена Кононова держит руку на пульсе. Смотрел смерти в глаза. Именно так описывает ту страшную ночь житель деревни Ущугер. Александр Антипов проснулся в час ночи от лая собак и непонятного скрежета на крыльце. Потом дом содрогнулся от удара. Мужчина вышел в коридор, а там в разбитое окно пытается залезть незваный гость. Чудо, что перед сном Антипов приготовил на всякий случай пару сигнальных факелов. У меня большое там окно достаточно, нижний край где-то от земли со стороны улицы метра полтора, не меньше. И вот он уже делает попытку незаконного проникновения. То есть он реально мог бы зайти к вам домой? Да. Ну вот, по сути, наверное, вот этот факел меня и спас. Я выдернул шнур и морду ему ткнул. Ну, соответственно, грубым голосом, насколько можно было громко, заорал тоже, постарался повыше встать. Ну, вот этот вот комплекс, скажем так, мероприятий сработал. Вот он убежал. Убегая, медведь успел зацепить лапой лайку, которая бросилась защищать хозяина. Всю ночь зверь ходил по деревне. Даже выстрелы из ружья его не пугали. Александр Антипов предполагает, что это подранок, озлобленный, ничего не боится. Впрочем, звери часто наведываются в Усть-Щугер, так сказать, приходят за легкой добычей. Лесные гости уже немало собак сняли с цепи. И такая ситуация по всей территории района. Я один раз драпал от медведя. На лодке, когда была лодка, рыбачил, пошел, думаю, грибов соберу. И по просеке шел, смотрю, муравейник разрывает Мишка. Я как драпанул, я не помню, как я на косте оказался. В лес я не хожу, потому что 3 года назад за мной медведь бежал за нами. Власти Вуктыльского района сразу после событий в Ущугере собрали экстренное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Было принято решение об обращении Министерства природы Республики Коми с тем, чтобы нам разрешили отлов, отстрел, получается, медведей на территории. Также было принято решение о том, чтобы отделение внутренних дел по городу Вуктылу выставило пост на территории, чтобы можно было предупредить возможные выходы медведей. На днях, по словам руководителя муниципалитета, один из жителей деревни уже получил лицензию на отстрел косолапого. Кроме того, создана оперативная группа охотников. Они будут готовы выехать в случае ЧП в любое время. Полиция Вуктыла, в свою очередь, места, где были замечены следы медведя, отныне патрулирует на автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Власти призывают людей не посещать лесные массивы в одиночестве, не ходить по отдаленным закоулкам в темное время суток и не выбрасывать пищевые отходы, где попало. Это одна из причин, почему дикие животные выходят в населенные пункты. Елена Кононова, Василиса Гречнева, Илья Пузанов, телеканал Юрган, Вуктыл.